Всем сыктывкарцам привет! Мы находимся в Верхней Максаковке на дачах. И здесь мы строим и обустраиваем баню. Александр, Денис, 2 года назад мы построили эту прекрасную баню. Да, сначала только разобрали старую баню, которая здесь стояла. Разобрали старую, построили коробку как основу. И спустя несколько лет нас пригласили здесь сделать внутреннюю отделку. Давай, Денис, расскажем ту мощь, масштаб, который мы здесь делаем. Масштаб работ. Значит, что мы здесь делаем? Мы делаем, в принципе, почти с нуля и до самого конца под ключ, грубо говоря, да? Под ключ, да. Будет стоять печь, перегородки. Изначально утеплили, уже видно, полы. Пленку пароизоляционную постелили. Все проклеили, как обычно. Вопрос. Как баня? Здесь же помывочная, да? Осторожно. Да я тут сам сейчас чуть не улетел. Я вижу. Здесь же помывочная, там парная. Почему пол утеплен 20 сантиметрами? Как будет уходить вода? Что вы здесь придумали? Это я вопрос таки задаю. Понятно. То есть, почему пленка на полу? Как будет уходить вода? А просто на пленку будет течь. Просто на пленку и все. Да, и куда-то да. там. Нет, здесь будет у нас, значит, сделан уклон. Так. Мы соберем здесь поддон. Сами здесь прям поддон соберем. С гидроизоляцией, все как положено. У нас планируется двойной пол. Да. Нижний пол под наклоном пойдет. Да. И пойдет лоток. Показываю. Вот лотки. Ну, куда пойдет вода. Вода будет стекать по нижнему полу с наклоном в лоток. Там будет сделано дренажное отверстие. Вот с той стороны. Да. То есть дренажное отверстие. И вся вода, значит, в лоток по скату. И из бани. Потом второй пол уже будет... Контур-уклон будет потом. Да. То есть у нас уклон, потом контур-уклон. И уже будет чистовой пол. Чистовой пол. Ну, с шагом в сантим. Вот да. Доска, да? Да, для того, чтобы вода уходила через доски. Уже, как сказать, с идеальным горизонтом. Да. То есть второй чистовой пол, он уже будет и с идеальным горизонтом. И все. Потом монтируем полок, печь. Перегородка еще будет здесь. Здесь помывочная зона, парная. Ага. Так, что мы еще здесь смонтируем? Здесь же будет у нас обшивка стен, потолка вагонкой, осиновой вагонкой. Угу. Тот пол, по которому мы ходим сейчас, это у нас лиственница, шпунтованная доска. Ну и дальше еще наружные работы у нас. Тут интересные окна, двери. Да, тут комплекс. Комплекс, да. Будет. Вопрос от заказчика. Как мы защищаем древесину по низу, если будет процесс, я не знаю, плесневения, там, влага же, повышенная влажность, это же баня. То есть, вот вопрос. Лаги вот торчат, которые частично. Как мы это будем защищать? От влажного помещения вот эти лаги мы защитим пароизоляцией в любом случае, потому что туда не должна пары отсюда из парного помещения не должны проникать. Здесь можно увидеть сейчас куда будет помещаться лоток. Хочу отметить, что вот этот нижний пол, который со скатом, там пойдет наплавляемая гидроизоляция, которая пойдет с нахлестом еще в 10-15 сантиметров. То есть никакого воздействия влаги на стены быть не может по определению. То есть это все будет как такая чаша, ванночка, можно сказать, да? Все будет защищено, пол будет защищен. Та влага будет стекать и уходить по желобу из бани. То есть у нас теплый пол с естественным отводом воды. Да. Кто придумал данную технологию? Вопрос. Мы как-то сделали данный объект на холмах. Заказчик уже пользуется уже много лет. Никаких претензий, нареканий по данной бане нет. Вот спустя даже несколько лет мы сейчас домом его занялись. Пригласил нас на дом. То есть данная технология, то, что мы делаем, она проверена годами. Вот то, что мы сейчас делаем. Двойной пол, естественный слив.
Теплый пол, ну, никто же не представит, да, это же как-то нелогично. Баня, куда уходит вода? Да, обычно там щели и куда-то в песок. Да-да-да. А у вас здесь утеплитель. Что вы тут придумали? А придумали классно, кстати. Практично, классно. И внутри все сухо. Также прошу отметить, что у нас здесь реально комплекс. Мы обшиваем цоколь сайдингом, делаем декоративную лестницу, обшили крылечко. Вот также обратите внимание на карнизную часть, крышу видно, да? Карниз будем подшивать имитацией бруса. Все под дерево, все будет очень красиво. Она, кстати, будет симпатичная такая, Это будет, да, классно. уютненькая, да? Цоколь будет у нас, цокольный сайдинг, Да. цокольные панели. Сейчас выглядит голо, еще в процессе обустройства, но буквально дней через 10 вы ее не узнаете. 10 дней. Ну, комплексно на все про все, нам надо 10 дней, и вы эту баньку не узнаете. Можно сказать до, и через 10 дней узнаете, что будет после. Уже конечный результат. Хочу отметить, что много нюансов зависит от опыта, от квалификации, да, строителя, Да. от его отношения. Даже вот этот, да, вот этот всего. лестничный даже марш, который здесь расположен, Можно было сделать вообще как по-разному. Вот супер Ширину, по-разному. длину по-разному. Четко по проему дверному, чтобы я, когда поднимаю, заходил четко в него. Эта часть тоже у нас Не биться об лестницу. параллельно, Вот эта штука, да, параллельно проему. параллельно дверному проему. Вот мелочь, а в конце выливается в эргономичность, в удобство, ну, в кайф эксплуатации. Да тут что-то сделали неудобно, зачем там лестницу мне сюда сместили или сюда, зачем мне лестница здесь? Да, а могут. Ну да. Могут. Здесь тоже крестовина должна быть, да? Вот в этом месте крестовина должна быть. Для усиления, да. Можно сделать из доски 25-ки одну поставить, вторую за ней, просто сшить ее и все. Мы сделаем из бруска, врежем его прям в этот, друг в друга, тело в тело, и будет красиво, четко скрепим. То есть это будет вообще, я думаю, что тут шикарно все будет. Также обратите внимание на культуру строительства. Она есть. То есть перед входом тряпка. Вот такая мелочь, да, а ноги утираем. Ну и там еще веник. То есть все за собой должно подметаться. И даже когда пройдем в баню внутрь, вы увидите, что там на пленочке все чисто, все аккуратно. Это тоже очень важно, потому что можно туда запрятать обрезков, опилков, потом это все преет, гниет, да, все закрывается фанерой, отделочным материалом, ничего не видно. А должно быть, то есть это те работы, которые проводятся, и мы хотели бы, чтобы вы это знали. То есть о культуре строительства, которая выливается уже в качество строительства. Только внутренний компас, направленный на качество. Ну, это отношение. Отношение. Да, к жизни, которое вливается уже отношение к работе. Для вас, вы нас заказали, да, наши услуги, мы пришли, ушли. А для нас это процесс жизни. Это жизнь. То есть мы этим живем, мы трудимся, этим зарабатываем. То есть у нас-то такое отношение. Для вас мы единичный случай. Вы пришли, ушли. А для нас стройка. Дорогие друзья, если вам необходимо построить баньку уже вашей мечты, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Задавайте вопросы, уточняйте. С радостью на все вам ответим. До встречи на консультации. Пока-пока.